Айфира чего информация бдыратара хамшей кушара хлубзеква. Ачима зарачка коронавируса змуе хазы чуц апсна аджги чекургыла. Хтыжимта халагойт апсна вапсыра коронавирус чка рачых через оператив штаб йоганацо адыратарала. Апсна гобзирах через социал пекуршерер министры хатыпыл хасканджаре яхзейте хют ехатби хатагалазаще. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 13 апреля следующая. Все 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением специалистов и получают всю необходимую терапию. 2 из них находятся в центральной районной больнице города Гудаута. 1 на самоизоляции. Состояние их стабильное, без отрицательной динамики. За прошедшие сутки тестирование прошли 12 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. В очередной раз просим вас соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. Апсна ахадайна панзакона загдзова лирибганбам шапыж барзы хинапации витхтулах на коронавирус аларчара алмаршаразам хиназацо апаграква ралагалари административ так пхокура адцарирзы адекрет. Уинакуршаным шапыж визенеркны тагылаза ащичи да режимын чанза, апсыра ирымадза мазин амшына пшахахы атшырцра, меду курнылара, апарк курча аказари, игирта важлар птып куртари. Асипшиху апқарраква аквакалаке апсыра яхинза рыкнугу язгуб корреспондент Яздырх язанзамта. Аджгизи мадзадзам хтулауа, ариаҟара аҩнаан хара ԥышьарак ишырзаҩызахаз, акарантин иахҟьаны ҳаамҭакала дара зышьцылахьаз русқәа зегьы мап рцәырк ракәхеит. Ишьақәыргылаз аԥҟаррақәа еиҳагьы рырӷәӷәаразы мышқәак раԥхьа ҳтәыла анапхгара ирыдыркылеит адекрет. Ауааԥсыра аԥҟаррақәа ишрықәныҟәо еилаҳкаарц ақалақь ҳалсит. Зегь бзиа еицырбо Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы еснагь еиԥш аԥсҭазаара илашӡом, аха anaара ауааԥсыра убот. Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ауааԥсыра абжьааԥнеиԥш еиуеиԥшым ажәабжьқәеи ахҭысқәеи ирылацәажәаӡом, идәылҵӡом еибабарц, мамзаргьы ҳамра шәахәақәа рҿы рыҽдырԥхарц. Аха ус шакәугьы иҟоуп алагала ҿыцқәа рыдкылара зцәыуадаҩхазгьы. Аԥсны жәлар акарантин рылаҳәоижьҭеи досу аанкылара еиҳа еиӷьуп ҳәа ахьиԥхьаӡо даанкылот. Иҟоуп ақыҭақәа рахь ицаз, иҟоуп ақалақьқәа рҿы аамҭа зхызго. Ааԥынраз еснагь аусқәа ахьырацәо, ақыҭақәа рҿы инхо, абаҳчақәа иуҭрақәа ирыла рхы ахыргозар, ақалақьқәа рҿы инхо еиҳаракгьы аҩнеихагылақәа ирыҩно ауааԥсыра аҳауа цқьа рфарц амшын аԥшаҳәахьы ацәырымҵразы аԥҟаррақәа рықәныҟәара рцәыуадаҩхеит. Ҳдәылымҵыруеит. Иара усгьы ҳагот уаҳа инытәар. Иауӡом, иауам, иуадаҩуп ауаҭах уинытәаны. Нас ақыҭараҿ уҟазар еиҳа иманшәалазар ҟалап аҩадтәара ахара. Иахьа сааҭбжак аҟара удәылымҵыр усгьы даараӡа иуадаҩуп. Быршә сааиҭар, ԥыҭк саатәаны нас соуҭа иаасыри. Апаркқәа рҿы акәзар аҭыхрақәа нымҩаԥаҳгоз аамҭазы аҳауа цқьахь идәылҵыз рацәаҩӡамызт, аха anaара ауаа ҳнархьыԥшуан. Паркқәак рҿы иаҳбеит акоммуналтә усбарҭа аусзуҩцәа аҵиаақәа аус шрыдырулоз. Анаҩс ҳамҩа ахан Аҟәатәи аџьармыкьа ахадахьы. Аҟәа аџьармыкьа ахада акәша-мыкәша аҭыхрақәа нымҩаԥаҳгоз аамҭазы ауаа маҷҩымызт, дара зегь ццакы-ццакуа ирҭахыз аахәара иаҿын. Ауааԥсыра ирҭаху, ахьаархәо, амҩа ҿықәаҿы ашәырқәеи, ауҭраҭыхқәеи, еиуеиԥшым аалыҵқәеи зҭиуа аҭиҩцәа рҿоуп. Араҟа ахәа ахәҭра ҟалаӡом ҳәа изныкымкәа аҭиҩцәа ишрарҳәахьоугьы дара дырҩегь ицәырҵуеит. Ҳҭаацәа зланыҟәа ҳгәы ҳамам, усурада ариаҟара мшы ҳаҩны ҳазтәаӡом ҳәа згәарҭоит дара. Все равно все выходят, я вот тоже второй день вышла, денег нет, торговать, товар такой, который пропадет, куда его девать? Нельзя, знаем, очень хорошо знаем, но просто уже холодильник пустой, выхода нет. Бывает, выгоняем, убегаем, приходим, радуем. Иааигәахот аныҳәалаша мшаԥы, убри аҟнытә ауааԥсыра иаархәот аныҳәа чысқәа злырхша амарҭхәқәа. Аҭиҩцәа ракәзар ицәырыргеит еиуеиԥшым арԥшӡагақәа. Иазгәаҭатәуп аџьармыкьаҿы ахәа ахәҭра знапалаку ациганцәа шмаҷҩым. Даргьы ирҳәот арахь имаар ахныҟәгара шырцәыуадаҩу. Но нам не кушать нету, дети с голода умирают. Если не видим, не будем кушать. А дети же кушать хотят. А мы хотя понимаем взрослые, а дети же этого не понимают.
Вот сегодня вышли, сейчас, завтра уже не видим. Хоть накушать что-нибудь сделать, потом опять. А даже сейчас, если Пасха пройдет, не видим. Адәқьанк армилициа аҿаԥхьагьы агәаран шьақәгыланы иҟан, уаҟа игылаз ауааԥсыра ргәаанагарақәа рҳәеит ишьақәгылаз аҭагылазаашьазы. Аҩны ҳазнаргом ара ҳамҟәарауан. Абра игылан ихәаахәҭо, ари нагаҩынҵҟа дгылан дхәаахәҭыр, накаплен иҟалом. Аӡәгьы џьакроуп убра инеины ихәаахәҭуа. Абарҭ абри здыргәаҟуа ажәлар абас. Аҩныҵҟа ирыннарышьҭыр, аҩныҵҟа ус адырур, аҩныҵҟа иантәаланы аамҩа циганцәа рыҵкыс ҳаицәаханы ҳақәхеит. Уи ара иҟаҵаз ӡәыр иҟарҵеит, аха арынак аҿы џьарак еизаны ижәабаҩык еизаны џьарак инеины абжьабрах шгылаԥш игылаӡом. Аӡәгьы џьак неины ихәаахәҭит, ицеит. Абри порядок ауп иаҳҭаху. Жәеизаҩык амоҭацәа сымоуп. Абарҭ ныҟәызгар сҭахуп, кырҿасҵарцы аочеред сықәгылоуп. Ҳашәа сҳәои, абзера анцәа иҟаҵа, Аԥсынтәыла зегьы ҳрылҵуеит иасыҽырԥса, цәыршәагарас иоуаз зегьы ҳзаауеит, аха абригь ҳалҵуа анцәа ҳҟаҵа. Убри аан иазгәаҭатәуп ҳаџьармыкь акәша-мыкәша иуԥыло ауааԥсыра рҟынтәи аҽкы аҽацәыхьчаразы ԥыҭҩык асабрадақәа рхазар, аӡәырҩы урҭ рыда ишныҟәо. Еилкаауп ишьақәгылаз аҭагылазаашьа ауааԥсыра рзы еиуеиԥшым ауадаҩрақәа шцәырнагаз, аха акарантин Аԥсны жәлар изрылаҳәо коронавирус аҽацәыхьчареи, уи аламырҵәареи рзоуп. Иахьатәи ҳхымҩаԥгашьа иалҵшәахоит уаҵәтәи аҭагылазаашьа. Амра Зарандеԥҳа, Алексей Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра. Ишгәалаҳаршәоит, атәылаҿы аԥкарақәа аналагало аамҭазы Гали Гагри рраионқәа рҿы акоменданттә сааҭ шышьақәырӷәӷәо. Ас еиԥш иҟоу аԥҟарақәа алагалан коронавирус змоу ачымазаҩцәа аналкаахаз ашьҭахь. Иҳәатәуп ажәлар змышьцылацыз ас еиԥш аԥкарақәа акыр аманшәаламрақәа шрызцәырнагаз. Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Гагратәи аҟәша излаанацҳауала, аҵыхәтәантәи хәымш рыҩныҵҟа араҟа ҳашәҟәы иҭагалоуп шәихԥа еилагара. Иахьа Гагра ақалақь аус руан ҳкорреспондентцәагьы. Араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Владимир Џьиниа журналистцәа алархәны имҩаԥигаз аилатәараҿы дырзааҭгылеит акоронавирус аламырҵәаразы ақалақьи араион ирҟны еиҿкаау аусмҩаԥгатәқәа. Иара иажәақәа рыла ҳаамҭазы аҭагылазаашьа ҭышәынтәалоуп. Создана комиссия по объектам торговли общепита, которая следит за работой всех этих объектов. Проведена была изначально дезинфекция квартирных домов, улиц, объектов, где часто посещаются, это больница, милиция и вот те торговые объекты, где часто люди находятся. Закрыты были рынки все по Гагарскому району. Были созданы посты на Бзыбский пост, где мерили температуру, там смотрели состояние людей, проверяли, куда идут. С момента закрытия границы ежедневно поступают нам списки, где мы с отделом внутренних дел Гагарской милиции, санэпидемстанции этих людей отслеживаем, берутся телефоны и находятся на контроле. Были составлены списки жильцов, 55 человек, которые там проживают. Вначале, само собой, вызвало чуть негодование, людям не понравилось, что их изолировали, но тихо-тихо мы попробовали и наладили связь, держим связь, есть домком, непосредственно с ней. Через день доставляем хлеб, разово оказали помощь, продукты первой необходимости, поставляем лекарства. Идет связь с волонтерами, которым предоставляется список необходимых продуктов или лекарств. Репортаж из Гагарского района мы предоставим вашему вниманию в завтрашнем выпуске новостей. Сейчас продолжаем. С введением карантина в республике жители страны стали активно запасаться продуктами. Особенный ажиотаж наблюдался в первые дни после введения данной меры. Постепенно в интернете и в устной форме люди стали жаловаться на значительное повышение цен на определенные виды продовольственных товаров. Ответственность за развитие ситуации была возложена на Государственный комитет по стандартам, энергетике и техническому надзору. При ведомстве организовали горячую линию для осуществления общественного контроля за деятельностью недобросовестных предпринимателей. Однако недавно появилась информация о том, что телефоны горячей линии не работают. Наша съемочная группа отправилась в Госстандарт, чтобы узнать, что происходит на самом деле.
С 25 марта Государственный комитет по стандартам энергетическому и техническому надзору работает в усиленном режиме. С учетом сложившейся в республике ситуации было организовано 6 рабочих групп, которые призваны оперативно реагировать на поступающую со всех концов Абхазии информацию. Всего за время карантина от граждан поступило более 600 звонков. Люди обращаются по разным вопросам, рассказывает оператор горячей линии. Мы попросили Саиду Аршба еще раз озвучить номера телефонов. У нас есть мобильный. Это 3 семерки 54 58. Также у нас есть стационарный 3 двойки 54 58. Звонки у нас поступают в основном по будням. Это вот с 9 до 6 часов вечера. Первые 2 недели звонки поступали очень часто. Бывало такое, что мы даже не успевали отвечать. Звонили и на WhatsApp, и на номер, и на стационарный телефон. Но сейчас уже вот последняя неделя звонков стало очень мало, то есть набирают реже. Большая часть обращений, которые в первые дни карантина поступали от граждан, касались повышения цен на продукты. Специалистам госстандарта удалось привести ситуацию с предпринимателями в контролируемое русло. Мы, естественно, стараемся реагировать незамедлительно. Наши инспектора выезжают, соответственно, с УПЭПом на проверки, и мы стараемся у них требовать документы, на основании чего повысились цены. Они нам предоставляют документы, то есть мы сверяемся, мы все записываем, мы не позволяем им тоже просто так поднимать цены. Были такие точки, которые мы даже закрыли. Сейчас, благо, есть штрафы. Мы надеемся на то, что наши продавцы тоже образумятся и снизят на определенные продукты цены. Нам удалось застать на рабочем месте председателя госстандарта сразу после того, как он вернулся с инспекцией по Глурыпшскому району. По словам Гарри Саманба, предприниматели, владельцы магазинов и других торговых точек в большинстве своем соблюдают все предписания властей. Ситуация остается сложной вокруг рынков, причем это касается всех районов республики. Основная трудность в том, что улица не предназначена для торговли, следовательно, здесь невозможно применять существующие правила. Вот почему вопрос ликвидации хаотичной торговли должен быть решен в ближайшее время. 1-1,5 метра обязательно должно быть между людьми. Это надо регулировать. Кто будет регулировать на улице? Прилавки. Если она не приспособлена к торговле. Более того, сами, которые торгуют, они без маски, без перчаток. Это вообще грубейшее нарушение. Если мы говорим о тех, которые покупают, нарушают, а тут сами нарушают те, которые продают. Вот это очень важно. Сейчас мы хотим я буду сегодня связываться с главой администрации города Сухум. Мы общее дело делаем, и тогда совместные рейды, санэпидемстанция, наша организация, плюс еще с ОБЭПом, мы, наверное, какой-то более или менее порядок, наведем. Особое беспокойство, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, люди высказывают по поводу продажи хлеба. Мы спросили председателя госстандарта, как осуществляется контроль за производством и поставкой хлеба, вплоть до его реализации. По всей Абхазии, где проводят наши люди, где работают, где проводят рейды, никаких замечаний в этом плане у нас не было. То есть некоторые, вот нам звонили где-то дней 10 тому назад с Цандрипша, говорили, вот здесь хлеб стоит 50 рублей. Мы туда послали людей, оказалось хлеб килограммовый. Не 400 грамм или 500 грамм, а килограммовый. Поэтому некоторые не понимают, в этих торговых точках везде все нормально. Мы каких-то таких замечаний мы не видели, но если есть, пускай звонят. В ближайшее время запланирована новая инспекция по продуктовым складам, ведь зачастую именно на этом этапе происходит ценоформирование продукта. Председатель госстандарта призвал граждан проявить терпение во имя общего блага и опроверг информацию о том, что телефоны горячей линии не работают или могли не работать в определенное время. Наша первейшая задача, чтобы все-таки довести начатое дело до конца, чтобы люди понимали вообще, что происходит в мире. Пользуясь случаем, еще раз обратился бы к людям, к народу своему, чтобы немного терпения осталось, совсем немного. У нас ситуация складывается не по самому плохому сценарию, все-таки по наилучшему сценарию. И чтобы вот этот сценарий до конца довести, и чтобы в дальнейшем тоже у нас были перспективы,
Я думаю, что нужно потерпеть еще немного. У нас, кстати, горячая линия постоянно работает. Кто-то там, я не знаю, запустил слух, что якобы у нас он не работал. У нас и в субботу, и в воскресенье работает горячая линия. К слову, за время нахождения нашей съемочной группы в стенах организации на горячую линию не поступило ни одного звонка от граждан. Амилия Бисмарк, Зора Бигвава, Абхазское телевидение. Пшенежев башуксат шыртагылаз ипстазаара далзита журналист асахьа тыхҩы Аԥсны журналистцәа реидгыла алахәыла. Ахьӡ-аԥша аорден ахԥатәи занашьо жәлар рсахьа тыхҩы Леонид Черкезиа. Ханҩажәижәабатәи ԥшьынҩажәатәи ашықәсқәа рзы уи Тҟәарчалтәи араионтә газет редактор хадас даман. И-публицистикатә усумҭақәа ркьыԥхьуан ареспубликатә газеҭқәа рҟны. Аԥсны жәлар рџьынџьтәатәи еибашьран Леонид Черкезиа Тҟәарчалтәи ателехәаԥшраҿы хәҳәааҟаҵаҩыс аус иуан. Ҳтәылаҿы имҩаԥысуаз ауаа жәлар аполитикатә ԥсҭазаара далахәын. У нас есть земля, у нас есть прекраснейшие климатические условия. Мы сами все тому свидетели. Мы можем прокормить себя. Республика должна прокормить себя, чтобы люди, которые приезжают сюда, видели это. Сегодня о нас знают только люди, которые все просят гуманитарную помощь. Нужно все производить самим. Условия для этого есть. Первые шаги тоже есть. Вот сейчас в городе ведется подготовка для разработки угольного месторождения открытым способом. Это ведь тоже уже шаг. Теперь, когда заработает, появятся какие-то деньги, шахтоуправление предполагает открыть карьер по производству камня, по разработке камня. Это тоже еще будет один шаг. И так постепенно город станет на ноги. Наверное, люди всегда должны надеяться на лучшее. Одни видят у нас сегодня только плохое, другие видят только хорошее. И, естественно, от нас с вами будет зависеть, какими мы будем завтра. И вместе с этим мне бы хотелось выпить за наш народ, который сумел выстоять в этой войне, который сегодня в такое трудное время тоже борется с трудностями, строит это государство. Аԥсны журналистцәа реидгыла гәалсырдула ирыдышшылеит Леонид Нестор-иԥа Черкезиа иуацәеи иҭынхацәеи. Аԥсны апрокурор хада Адгәыр Агрба идҵала Тҟәарчал араион апрокурорс дҟаҵоуп Наргиза Мацхарашвили. Уи мшаԥымза жәаба рзы лхы даақәиҭтәын атәыла апрокуратура хада ацакчыда змоу аусқәа рзы аусҭҵааратә усбарҭа аусҭҵааҩы еиҳабы лмаҵура аҟынтәи Тҟәарчал араион ахь аусура дахьиаго инамаданы. Ҩнызқьи жәаф шықәса раахыс Тҟәарчал араион апрокурорс дыҟан, ҩымз раԥхьа Гәылрыԥшь араион апрокурорс иҟаҵо Аслан Латариа. Уажәы шазыӡырҩы амш сеиԥшрахо. Аҳауагәаҭеицәа изларыцҳауала уаҵәы Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиахоит. Уахыла хәба жәаба, ҽынла жәаба жәибжь градус рҟынӡа иԥхаррахоит. Амшынӡа аҟәандара 1 градус. Абри ала информациа бдырыҭра амш еиқәшара хыркәшоуп. Абзиараз ҩаԥхьа ҳаиқәшәара аҟынӡа.